У обращающей стороны есть вопрос к представителю Джауркенеш? Пожалуйста. Да, у меня один вопрос только есть. Вот нормами Уголовно-процессуального кодекса, значит, урегулировано, что, значит, определение там суда, следователя, прокурора, постановления могут быть обжалованы, значит, в течение 10 дней. А из чего исходил законодатель, что именно постановление следственного судьи установил срок 5 дней? Это специальные сроки, потому что поэтому дали короткие сроки. Как я не понял? Это специальный срок, 5 дней, поэтому дали короткие сроки. Больше нет вопросов. Да, пожалуйста, уважаемый Свет, Чинар Скорбек. Самат Куштабекович, вы как представитель законодателя должны понимать, что любой срок в законодательстве должен быть разумным, да? Мы понимаем, что есть понятие, когда судья рассматривает дело в первой инстанции, по существу дела, и есть статус следственного судьи. Статус следственного судьи тоже отличается по своей компетенции. Соответственно, некоторые его действия, скорее всего, должны производиться более в ускоренном порядке, нежели, скажем, обычно в суде первой инстанции. Так? Но учитывая этот момент, например, да, сколько дней рассматривает следственный судья вот такого рода жалобы на постановление действий, на обжалование действий должностных лиц в досудебном производстве? 10 дней? 10 дней. Да. Вот этих 10 дней достаточно для того, чтобы рассмотреть эту жалобу и сразу выдать, может быть, акт на руки? Да, достаточно. Достаточно, вы считаете, да? Понятно. Еще вопрос. У меня вопрос есть? У меня вопрос к вам. Предоставлено ли процессуальным законодательством право следственным судьям ограничиваться выдачей резолютивной части судебного акта? Ну, при решении тех вопросов, которые они решают. И если предоставлено, то в какой срок следственный судья обязан выдать сторонам полноценный судебный акт? Результатные части после оглашения. Не, на каком основании, да? Процессуальным законодательством. Предоставлено такое право следственным судьям или не предоставлено? Да, предоставлено. Ну вот я вас спрашиваю, на основании чего, да? На основании Уголовного процессуального кодекса и... Хорошо, ладно. Есть еще вопросы? Ну, как представителю законодательной власти, все-таки вопрос у меня возник. Значит, оспариваемая норма, статья 200, часть 6 статьи 271, звучит следующим образом. Постановление следственного судьи по жалобе может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 5 суток со дня его вынесения. Здесь законодатель что имел в виду, когда говорил со дня его вынесения постановления? Постановление с мотивировочной частью, полное постановление, Да. или все-таки, когда резолютивная часть дается, а мотивировочной части нет? Все-таки они же составные части. То есть сторона говорит, что без мотивировочной части он не может обосновать, соответственно, не может написать жалобу, да, в ходатайстве он пишет. Не дают Законодатель в данном, вот и вы в своем выступлении говорили, что насколько разумно, или, наверное, вопрос другой, насколько законодатель предусматривал постановление следственного судьи с учетом вот этих мотивировочности, резолютивки и так далее. То есть в момент вынесения предполагалась и плюс мотивировочная часть. Полная, скажем так, все части постановления должны быть переданы сторонам, да? Да, это предполагалось. Да, плюс мотивировочная часть тоже. Нету больше вопросов, да? Присаживайтесь.